Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Как через 5 лет после аннексии Крыма России изменилось положение крымских татар на родном полуострове? И есть ли надежда на лучшее? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса с нашей гостьей. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день. Прямой эфир. Традиционно напоминаю, слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8:35 и 13:10 это наши программы по крымскому времени, или же 7:35 и 12:10 это время наших программ по Киеву, а также вы можете слушать нас на 105,9 FM круглосуточно. Напоминаю, номер телефона прямого эфира для крымчан 8 800 10 06 926, это бесплатный номер телефона, и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. У нас также есть трансляция на YouTube-канале Крым Реалии и трансляция на Facebook-странице Крым Реалии сегодня есть, поэтому вы можете оставлять свои вопросы или комментарии там. Тема дня. Нарушения прав человека, которые непропорционально сильно влияют на крымских татар. Такую формулировку можно найти в регулярных отчетах мониторинговой миссии ООН по правам человека, когда речь идет о ситуации в Крыму. Крымские татары – одна из самых уязвимых групп населения в Крыму, в том числе из-за активной гражданской позиции части крымских татар в вопросе статуса Крыма. Из более чем 3 десятков крымских политузников Кремля большая часть – это крымские татары. И в то же время российские власти Крыма утверждают, что в Крыму все равны. Крым в центре внимания. У нас есть сегодня гости в студии. Очень мне приятно представить Лутфия Зудиева, активистка движения «Крымская солидарность». Сегодня с нами. Лутфия, здравствуйте. Здравствуйте, мне тоже очень приятно. Я предлагаю нам сегодня сосредоточиться на вот таких нескольких моментах. Во-первых, есть, сейчас такое время, когда подводят итоги, 5 лет все-таки это большой достаточно срок уже с начала аннексии Крыма России. И второй момент, я считаю, что было бы очень важно для наших слушателей рассказать о том, что непосредственно такое движение «Крымская солидарность». Многие наши слушатели знают, но многие и не знают. Поэтому вот я предлагаю начать с того, что, как мне кажется, у всех людей в Крымской солидарности, вот все, кто причастен к этому движению в Крыму, у них есть какая-то своя история, как так получилось, что вы стали частью этого движения? После 2014 года не только крымские татары, но и другие жители полуострова оказались в такой реальности, когда обыски, аресты, суды стали ежедневной хроникой практически. И сегодня нет, наверное, семьи из числа особенно крымских татар, где кого-то из родственников не коснулась тема судов или арестов. В таких условиях, в условиях этих регулярных репрессий и давления, естественным образом в апреле 2016 года появилось объединение жен политзаключенных и адвокатов, которые поставили себе целью раз в месяц встречаться и обсуждать новости судебных процессов, перспективы, то есть что можно сделать, как можно влиять на ситуацию и так далее. И если на первой встрече было порядка 12 или 15 человек, это севастопольская группа, затем присоединилась ялтинская группа жен политзаключенных и адвокаты, то уже спустя несколько месяцев на эти встречи приезжало несколько десятков людей, и среди них уже были не только родственники политзаключенных, но и люди, которым не безразлично то, что происходит с людьми в Крыму. Это активисты, общественники, блогеры. Чуть позже туда стали присоединяться журналисты, которые приезжали из Киева в командировку и посещали эти собрания. И таким образом
Постепенно вот эти встречи переросли в некую правозащитную площадку, которая стала называться «Крымская солидарность». Солидарность, потому что люди объединились не по национальному, не по религиозному, а по общему признаку для защиты от вот этого репрессивного механизма в Крыму. Но вы ведь до этого времени, пока не присоединились к Крымской солидарности, вы правозащитной деятельностью не занимались. Нет, у меня до 2014 года были другие планы совершенно на жизнь. Я связывала свое будущее с образованием, потому что по специальности я педагог, и я открыла свое собственное детское учреждение, в котором планировала заниматься образованием и воспитанием детей. Но когда в 2016 году ранним утром раздался звонок от моей очень близкой подруги из Ялты, в доме, который проходил обыск. Ее эмоциональное состояние, ее слезы настолько тронули меня, что я поняла, что оставаться в стороне от этих процессов или занимать какую-то молчаливую позицию просто невозможно. И с этого периода я начала включаться в работу, скажем так, правозащитников. Тогда это еще была работа не в контексте крымской солидарности, да, она больше индивидуальная, каждый со своей личной страницы пытался что-то писать. То есть возник вопрос, как можно себя защитить в этих условиях, да? И, наверное, пока ты с этим не сталкиваешься, ты об этом как бы никогда не думаешь, если ты к такой деятельности не причастен. Да. И знаете, это очень интересно, так все естественно происходило. Люди приходили под здание судов, и вот суды же закрыты, и пока идет 2-3 часа этот судебный процесс, люди стоят на улице, и они обсуждают, чем мы можем помочь этим семьям, как мы можем влиять на ситуацию, потому что у каждого есть какие-то навыки в жизни, какое-то образование, и вот таким очень естественным способом возникло желание консолидироваться и попробовать работать именно в информационной сфере и освещать хронику репрессий. Но мы еще подробнее о деятельности Крымской солидарности поговорим. Я предлагаю вот коснуться немного таких общих вопросов. Вот 5 лет кто празднует эту дату, да, вот в Крыму в понедельник было очень много торжественных мероприятий под руководством российских властей. Кто-то отмечает это как 5-ю годовщину аннексии. Если говорить о том, как менялось положение крымских татар на протяжении вот этих 5 лет, мы упоминали уже, что если посмотреть даже вот на сайте Крымской солидарности список крымских политузников, то действительно большая часть — это крымские татары. Но вот если говорить о динамике, начиная с 2014 года, как меняется эта ситуация, какие явления вы наблюдаете сейчас, вот что-то, чего не было даже в первый год после аннексии? Ну, я, наверное, начну с цифр, чтобы это был более предметный разговор, а потом перейду к тенденциям, как вообще происходили изменения. Вот согласно данным мониторинговой миссии ООН, за 2018 год 86% обысков приходится на крымских татар. И из числа 70 украинских политзаключенных больше 50 это крымские татары. То есть в отношении них идет стабильное давление, и оно связано в первую очередь с тем, что крымские татары, они с советских времен еще сохраняют вот это единство, и у них есть историческая память и опыт правозащитной борьбы в условиях Советского Союза, да, когда им предстояло возвращаться из мест депортации. И после событий 2014 года они смогли очень быстро мобилизоваться, вспомнить этот опыт свой исторический и выразить какой-то политический протест. И именно поэтому их преследуют вплоть до сегодняшнего дня. Но, конечно, это давление, оно не распространяется только на крымских татар. Этому давлению подвергаются и украинские активисты в Крыму, и сейчас уже даже российские активисты, которые поначалу очень радостно воспринимали события 2014 года, но сейчас понимают, что оказались в такой реальности, где даже самих себя они не могут защитить, не говоря уже о других национальностях и других категориях населения. Вот у нас есть, я вижу, слушатель на YouTube, под YouTube-трансляцией, вот он пишет: в Крыму живут все нормально, а вот активистам
почему-то не везет. У меня просто в связи с этим я предлагаю послушать, вот я уже упоминала о том, что 18 марта в понедельник в Крыму были и торжественные мероприятия, в том числе под руководством российских властей приезжал президент России Владимир Путин, и была у него так называемая встреча с общественностью Крыма и Севастополя, и вот на этой встрече был как бы подконтрольный России муфтий Крыма Эмир Али Аблаев, который был достаточно комплиментарен в адрес Владимира Путина и, в принципе, деятельности российских властей на полуострове. Давайте послушаем, что он сказал. Разрешите от имени всего крымско-татарского народа, от имени мусульман, сказать вам огромное спасибо. То, что вы делаете сегодня для мусульман и всего Крыму. У нас строятся школы, садики. И самое драгоценное для мусульман – это соборная мечеть. Мы больше 30 лет проживаем в Крыму. В течение 24 лет, как у нас было между славянами и мусульманами, разделяй и властвуй. Слава Богу. После 2014 года мы огромное спасибо Сергею Валерьевичу, то, что он всех нас пригласил в Междуарбожью конфессию, всех лидеров конфессий. И мы сели, обсудили. И сегодня 4 года мы живем в дружбе, в мире, в согласии. Это было заявление российского муфтия Крыма Эмира Али Аблаева. Я напомню, что у нас сегодня в студии гости. Это Лутфия Зудиева, активистка движения «Крымская солидарность». Ну вот, Лутфия, видите, российский муфтий Крыма говорит, что крымским татарам в Крыму вполне даже неплохо. Ну, чтобы прокомментировать вообще данные слова, я бы хотела вернуться немножко опять-таки к 2014 году и к роли духовного управления мусульман в этих событиях. Дело в том, что еще во времена Екатерины, когда происходили вот события, связанные с захватом крымских земель, да, орган духовного управления мусульман использовали с такими же целями. То есть они должны были выполнять роль некого буфера между народом и между властью и сделать этот народ абсолютно лояльным, покорным и таким договорным, да, с действующим режимом. И по такому же пути пошли в Крыму с крымскими татарами в 2014 году, когда предпринималась масса попыток не только через религиозные, но и через политические органы влиять на крымско-татарский народ. Но, как мы видим, представительный орган крымских татар не пошел по данному пути, да, и смог занять достаточно категоричную позицию в этом вопросе. Да. Несмотря на то, что ряд людей из этого органа все-таки поддались действию этой пропаганды. А религиозный орган крымских татар, Духовное управление мусульман Крыма, к сожалению, полностью принял правила игры и на сегодняшний день выполняет роль некого инструмента российской власти для влияния на крымских мусульман. Поэтому подобные заявления со стороны муфтия, они вполне ожидаемы, учитывая ту роль, которую он взял на себя в результате этих переговоров. Но здесь я бы хотела, вот если переходить адресно к его комментарию по поводу школ, мечетей и садов, сказать следующее. Знаете, это как минимум кощунственно звучит. Радость по поводу детских садов, особенно садов, которые строятся в местах компактного проживания крымских татар, если брать Бахчисарай, где задержаны 12 крымских татар-мусульман. У каждого из них большое количество детей. Например, у Сервера Зикиряева 13. И этот детский сад строится для детей крымских татар. И в то же время эта же власть отнимает у этих же детей их отцов и оставляет их сиротами. То есть это нелогично абсолютно. И я совершенно не понимаю логики российских властей в данном вопросе. Мне в этом заявлении Эмира Али Аблаева вот что было интересно. Понятно, что заявление, оно специфично, и вы по многим пунктам уже опровергли то, что он сказал. Но вот у меня создается впечатление, что пытаются все это представить каким образом, что в Крыму нет никакого избирательного отношения российских властей, например, конкретно к крымским татарам, конкретно к украинцам или конкретно к мусульманам, да? То есть не нравятся только те люди, которые, ну, там, не любят режим Владимира Путина или не признают аннексию, да? Но если, мне кажется, что вот ваша даже деятельность в рамках крымской солидарности, она ведь подтверждает то, что вот это избирательное отношение и к крымским татарам, и к украинцам все-таки есть. На самом деле, вот
самым красноречивым ответом на этот вопрос является последняя хореографическая постановка на сцене в Крыму, где крымские татары были показаны в образе неких там черных духов, да, или бесов, и на фоне этих танцев показывается митинг 26 февраля, затем включается музыкальная композиция «Калинка-малинка», да, и вот эти черные духи разбегаются в разные стороны. А это где такое В Крыму показывали? это было вот на мероприятии в честь 5-летия. И на экране появляется крест, российский флаг, и затем выходят дети и поют, что в Крыму все прекрасно. Вот, знаете, вкладывать такое количество средств в средства, во всякие публикации, в средства массовой информации, в работу духовного управления духовного управления мусульман, выезжать на международные площадки для того, чтобы говорить о конфессиональном мире, о защите всех людей в Крыму, и допускать, чтобы на сценах появлялись такие хореографические постановки, в которых есть и татарофобия, и исламофобия, и расизм, да, в какой-то степени. Ну, это, в принципе, вот достаточно красноречиво показывает все, что происходит сегодня в Крыму. Ну, вот, допустим, если мы возьмем опять-таки список политзаключенных крымчан, да, в Крыму, то есть людей в Крыму, которые попадают под политические преследования, все ли эти люди занимались какой-то активной политической деятельностью? Сейчас, вы знаете, вот механизм работы силовиков так устроен, что они, в принципе, готовы работать и отрабатывать различные категории населения. Да? Это и предприниматели, это и активисты. Недавно мы столкнулись с тем, что началось серьезное давление на адвокатов за их профессиональную деятельность. То есть они-то точно их невозможно идентифицировать как каких-то экстремистов и террористов, но они попали под репрессии в том числе. То есть абсолютно все люди могут сегодня столкнуться с этим репрессивным механизмом, и он распространяется на людей только по одному принципу. Если у человека есть альтернативная точка зрения, и если он готов выражать ее публично, он максимально преследуется и попадает сразу вот в фокус внимания силовиков. О чем мы решили, вот какой момент еще затронуть в нашем эфире? Вот мы подумали, есть крымские татары в Крыму, который с 2014 года аннексирован Россией, но ведь на самом деле татары есть в российских регионах разных, да, и мы вот решили перед эфиром связаться с председателем Татарского общественного центра и соучредителем движения «Свободный Идель-Урал» Рафисом Кашаповым, и спросили его, вот, ощущает ли он разницу, да, в отношении к татарам в России, отношении российских властей к крымским татарам? Давайте послушаем, что он сказал. Ну, я хотел сперва возвратиться в прошлое. Действительно, мы крымско-татарский народ, казанский татарский народ, это как братья-близнецы. У нас как общая история, общая трагедия и общие у нас радостные события такие, благоприятные. Допустим, когда-то мы возрождались как волжские булгары, казанские ханства. Мы цивилизованному миру давали такой хороший стимул жизни, экономики и насчет всего. И насчет культуры. Крымские татары тоже, крымско-казанские ханства. Но получилось так, мы дважды, крымские татары и казанские татары, дважды мы попали под русское влияние. Они нас захватили. Недавно был референдум, вот сегодня день референдума в Татарстане. 64% многонациональный Татарстан, даже очень многие голосовали за суверенитет Республики Татарстан. А сейчас мы, казанские татары, в рабском положении. Уничтожает наш язык, нашу культуру, религию. Мусульман прямо пачками сажают в тюрьмы. Даже имам-хазряты начали пропадать. Возможно, их спецслужбы ГРУ или ФСБшки их уничтожают, как в Кавказской республике. Такая же процедура идет в Крыму. Когда вот 5 лет назад был аннексирован, захвачен полуостров Крым, около 20 именно молодые ребята исчезли. Опять же, я скажу, в то время Крымский полуостров был отправлен из Башкирии, из Башкортостана. ФСБшники, МВДшники, ГРУшники, прокуратура, Следственный комитет. Вот после их, как они только приехали, исчезли, были убиты очень молодые крымские татары. После захвата, как я знаю по информации, около 40 тысяч крымских татар покинули полуостров. В прошлом что творил диктатор Иосиф Сталин, сейчас его дело продолжает Владимир Путин.
Это чисто русский фашистский режим уничтожает крымско-татарский народ, не только крымско-татарский народ. Там же и оказались украинцы, уничтожать их культуру, их язык. Это был комментарий Рафиса Кашапова, а у нас в студии сегодня Лутфия Зудиева, активистка движения «Крымская солидарность». У меня в этой связи вопрос. Поддерживают ли крымские татары связи с татарами на территории России? И знаете ли вы что-то об их положении, да, вот на территории России? И вот если сравнивать, есть ли какое-то особенное отношение у российских властей именно к крымским татарам? Ну, что касается связи крымских татар и казанских татар, то, вот как уже сказал Рафис Ага, это исторические связи, да, и те события, которые переживали эти народы, и общие беды, они объединяют эти народы. И на сегодня так получилось, что вот никто не думал, что после 2014 года Крым каким-то образом впишется вообще вот в эту канву преследований и действия российского антитеррористического и антиэкстремистского законодательства и столкнется с теми процессами, которые мы читали через средства массовой информации в 2010-2012 году, когда публиковали новости о неимоверных пытках в условиях СИЗО на территории России, когда публиковали новости о том, что многие активисты вынуждены эмигрировать в другие страны, потому что они уже не выдерживают того давления, которое имеется. И я, в принципе, в методах борьбы, да, и в способах разницы не вижу. То есть одно и то же законодательство действует и там, и здесь. Но я вижу разницу в реакции населения и в реакции народов наших. Да? То есть у крымских татар все-таки высшей степень самоорганизации, они смогли не просто встретить эти репрессии достойно, да, они смогли объединиться и смогли оказывать друг другу помощь даже в таких достаточно тяжелых условиях. Вот если брать даже тему детей политзаключенных, их сегодня 111 человек, несовершеннолетних детей. Многие семьи крымских татар взяли этих детей под опеку. И вот мы знаем, что их забирают на несколько дней к себе домой, с ними проводят различную и психологическую, реабилитационную работу. То есть это не их дети, по сути, они не являются их кровными детьми, но народ смотрит на них, как на своих собственных детей. И опеку над этими детьми взяли уже другие мужчины, в то время как их отцы находятся в условиях СИЗО. И, конечно же, сломать такой народ, который смог сконсолидироваться, хотя внутри народа тоже есть какой-то дискурс, какая-то дискуссия, да, но он смог консолидироваться и помогать друг другу в таких условиях, сломать такой народ невозможно. Мы верим в то, что это не удастся силовикам. Ну вот на самом деле, если быть уже действительно очень откровенным, то ведь нельзя же сказать, что вот все крымские татары в Крыму поддерживают и активную, да, и занимают активную гражданскую позицию. Есть люди, которым, как говорил российский муфтий Крыма, в Крыму прекрасно. Вы с этими людьми как-то пытаетесь вот как-то их переубедить, да, или они, возможно, вас пытаются переубедить в том, что на самом деле и у вас тоже все может быть как бы безоблачно в этих условиях? Дело в том, что вот в любом обществе есть три группы людей, да, вот абсолютно в любом, это не только крымских татар касается, в любом народе в том числе. Есть активные люди, которых называют глазами и сердцем этого народа. Есть люди, которые не так активны, но они поддерживают то, что делают активисты. И есть такая достаточно равнодушная, нейтральная прослойка, которая, в принципе, готова вот приспособиться абсолютно к любой среде. Самое главное, чтобы этих людей не трогали, да, то есть они достаточно договорные, и, в принципе, им абсолютно все равно, в условиях какого государства жить. И, слава богу, таких людей меньшинство, и то, что сегодня мы видим в Крыму, это то, что людей, которые из группы поддерживающих переходят в группу активистов, становится больше и больше. То есть это очень ярко видно на судебных процессах, когда задерживают, вот последнее задержание красногвардейской группы, да, я сама была вот у здания суда, они задержали 3 человек из этого поселка, а это поселок компактного проживания крымских татар. И в этот день к зданию суда приехало порядка 100 человек из этого поселка. То есть, получается, это был такой спокойный поселок,
который, в принципе, вроде бы и не сопротивлялся, да, особо, вроде бы люди продолжают жить своей обычной жизнью, задерживают 3 крымских татар, и вот уже, пожалуйста, вместо этих 3 100 человек перспективных активистов, которые теперь будут посещать каждое судебное заседание. Или же, например, история Исмаила Рамазанова, да, который был задержан. Отец его стал посещать судебные заседания, которые проходили по делу его сына. Сегодня эти люди, Исмаил и его отец, приходят абсолютно на все судебные заседания. То есть они, естественно, да, стали активистами. И вот чем больше оказывается давление на крымских татар, тем больше расширяется эта зона активности, и людей, которые примыкают, скажем так, к этому протестному движению, становится не меньше, а больше. У нас не так давно в студии была российская правозащитница Александра Крыленкова. Она работает очень много в Крыму, и у нее очень теплые и впечатления, и чувства вот крымской солидарности. Она под впечатлением от того, что в принципе такое движение появилось в условиях, которые в Крыму после 2014 года сложились. И вот вопрос, который я ей задавала, потому что она вот действительно очень отзывается. Она говорит, что если раньше мы там какие-то тренинги проводили для крымской солидарности, то сейчас нужно у крымской солидарности учиться. Но я ей задавала вопрос, на который она не смогла ответить. Вот как она считает, какое будущее ждет крымскую солидарность? Потому что действительно сейчас вы показываете и пример консолидации, и пример того, что можно правовыми методами действовать вот в условиях, которые сложились, но действительно ли вы думаете, что вам удастся эту деятельность в таком виде продолжать и дальше? Да, мы в этом убеждены, и я объясню почему. У меня есть такое любимое выражение: невозможно арестовать идею. Да? То есть вот Крымская солидарность — это сегодня не какая-то организация, которая просто зарегистрирована где-то на бумаге. Да? Формально Крымская солидарность — это общественное объединение, у которого нет регистрации юридической. Да? И это не просто группа каких-то людей, которых если пересажать, допустим, да, силовики прекрасно знают по именам всех активистов Крымской солидарности, когда в январе 2018 года они пришли на собрание и поименно переписали всех, кто был на собрании. Да? Фактически они знают каждого в лицо. Но Крымская солидарность — это сегодня вот не список и не документы, да? Это идея. И даже если допустить мысль, что посадят всех ребят, которые имеют отношение к этой площадке, им на смену придут новые люди, и они будут продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся. Потому что состав Крымской солидарности постоянно меняется, даже лица меняются. У нас так получилось, что человек, который стоял у истоков, который создавал это движение, Сервер Мустафаев, сейчас сидит в СИЗО. Да? Вот в мае будет ровно год. Нариман Мемедиминов, который начинал работу информационного направления Крымской солидарности и курировал работу стримеров и блогеров, 23 марта, то есть через 2 дня, будет ровно год, как он находится в условиях СИЗО. Но после их ареста деятельность не прекратилась, наоборот, она приобрела еще большие масштабы, потому что они стали, знаете, такими вот некими героями для молодежи. Это было очень ярко видно возле суда над Нариманом Мемедиминовым, над Сервером Мустафаевым, когда адвокат вышел и сообщил о том, что Нариман задержан, и он будет оставаться под арестом. Ребята взяли в руки телефоны, подняли их, и этих телефонов было просто десятки в тот день. Они стримили со своих страниц, и это было очень символично. То есть таким образом они показали силовикам, что вы его посадили, но его работа продолжается. У нас буквально минутка остается до конца эфира. Я просто хочу внести ясность для некоторых наших слушателей. Крымская солидарность — это ведь не только помощь и поддержка именно крымским татарам. То есть все люди, которые попадают под какое-то давление, могут рассчитывать на то, что если они обратятся к вам, вы им поможете. Да, конечно. И более того, вот последние события за прошедшие месяцы, они, в принципе, являются
таким красноречивым доказательством, что крымская солидарность — это не крымско-татарская солидарность, да? Это объединение всех людей, которые сегодня хотят бороться с несправедливостью. Достаточно даже вспомнить задержание последнего архиепископа Климента. да, Климента Украинской церкви в Крыму. И то, как вокруг вопроса его освобождения объединились люди разных национальностей, и это был такой прекрасный пример, когда люди объединились не по национальному, не по религиозному признаку, да, а смогли вместе вот встать против несправедливости. Спасибо вам огромное. Мы вынуждены заканчивать, но я очень благодарна, что вы к нам пришли. У нас была возможность все это обсудить. У нас сегодня в гостях была Лутфия Зудиева, активистка движения «Крымская солидарность». Мы говорили о положении крымских татар в Крыму, но не только об этом. Спасибо вам, что были с нами. Хорошего вам дня. До свидания. До свидания.